Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. В связи с резким похолоданием в энергетической сфере республики обострились имевшиеся проблемы. Энергетики Абхазии борются с последствиями гипернагрузок. Исполнился год со дня основания Ассоциации силовых структур Абхазии. В организации подвели первые итоги деятельности. Предприниматели из села Утхара Гудаутского района оказали благотворительную помощь односельчанам. В энергетической сфере Абхазии сохраняется сложная ситуация. На фоне похолодания обострились имевшиеся проблемы. Ежедневно в электросетях республики происходят аварии разной степени сложности. Энергетики работают в круглосуточном режиме и делают все возможное, а порой и невозможное, чтобы не оставлять надолго население без света. Последние сутки на подстанции Сухум-2 идут работы по установке трансформатора. Специалисты надеются, что это позволит улучшить энергоснабжение абонентов. Тему продолжит Гугут Савардания. Мы находимся на подстанции Сухум-2. Она обеспечивает электричеством всю западную часть Сухума. По словам электриков, нагрузки здесь катастрофические. Эта подстанция обеспечивает электричеством жителей нового района и старого поселка столицы – Гумисты, Ишеры, Ачадары и других близлежащих населенных пунктов. Из-за сильных перегрузов аварий здесь происходит по несколько раз в день. Всего на этой подстанции 2 трансформатора. И чтобы снизить нагрузки, в данный момент здесь устанавливают 3-й. Однако перегруз в сетях настолько большой, что, по словам энергетиков, неизвестно, поможет ли эта мера. Сейчас мы установили из-за неимоверных нагрузок, неимоверных, я по-другому не могу сказать. Поставили еще дополнительно старый трансформатор какой-то, имели как резервный, отремонтировали его, когда-то он вышел из строя, отремонтировали, поставили здесь 10 мегаватт. Ну вот с этой подстанции еще разгрузим вот эти 2 трансформатора, которые в общей сложности 50 мегаватт, 10 мегаватт снимем. Но будет ли это достаточно? Мы сейчас уверены, немножко улучшится точно положение, но будет ли вообще без ограничения, пройдем ли, я уверенно не могу сказать. Потому что мы делаем какие-то мероприятия, на второй день нагрузки еще больше растут. Делаем другие мероприятия, опять растут. Мы не можем столько отпустить электроэнергии населению. Работы когда завершатся? Ну, работы, я скажу вам, на 80%, а то и больше сделаны. Сегодня постараемся трансформатор включить, но кроме всего прочего, там автоматику налаживать, ячейки дополнительные поставили. Вот со старых ячеек снимем здесь дополнительно, что поставить, все эти 4 кабеля, 4 ячейки перенести надо сюда. Это тоже время занимает. На это время тех, которые мы будем переключать, тоже без света будут. Несмотря на переток электроэнергии из России, график веерных отключений из-за перегруза в сетях все еще действует в некоторых районах столицы. Причина все та же – незаконные подключения к электросети. Все мы знаем майнинги. 40%, 30-40% нагрузки они берут. Энергетики не имеют права зайти в дом и что-то отобрать. Не имеют права. Это незаконно. Отключают, включают, рассыпались по 2, по 3, по 5. Практически невозможно уловить их. Сейчас не хочу на это акцентировать, но вот те, которые занимаются этим делом, пусть немножко подумают о своем народе. Согласно графику веерных отключений, свет в районах, которые обеспечивает электричеством Сухум-2, выключают 4 раза в день. Помещение, в котором мы сейчас находимся, называется Крун. Именно здесь отключают и включают свет. Отключаю новый район. Время подошло. Да, можно выключить. Теперь включаю Сухумский район. Вот, для село, значит, пошел, включил. Свет есть. Дальше идем. Да, вот все основные нагрузки. Вот это, если выключается, он всю секцию выключает. Вот этого. А где сейчас самая большая нагрузка? Сейчас покажу. Здесь они бывают на всякое, когда включаю. Вот сейчас я выключил самых больших, которые нагружают. Вот здесь
у тебя глаза острые. Вот, посмотри, здесь сколько? 300. Это нормально. Самое вот это все. Вот где нагрузки. Сейчас он выключится. Вот, 700. Идет износ сердца. Ну, Он что, сейчас может отключиться сам, он, да? да, он защита срабатывает. Да. А иначе не будет выключаться, все сгорит до него. И он сам должен будет сгореть. По словам электриков, и без того сложный график отключений из-за нагрузок очень тяжело контролировать. В веренном отключении 4 раза. Но тут получается коллапс. Когда мы включаем, вот они прошли, включаем, не выдерживает. Та секция, там 4 ввода, та секция, где включили, не выдерживает, выбивает. И люди, которые только что, их включили, через 5 минут или через минуту опять отключают. И безвыходное положение. Люди не понимают. Иногда работы на объектах ведутся по несколько дней и более. На этой подстанции они идут уже неделю. Энергетики работают в очень опасных условиях. Например, как нам объяснили, если этот кран коснется сетей, то произойдет короткое замыкание. И может случиться непоправимое. На включенной подстанции работать никто не разрешит. А мы вынуждены. Только за один день в столице в среднем происходит до 30-40 аварий на линиях. Диспетчеры в СОЭС даже не успевают отвечать на телефонные звонки. Да, ваша линия повреждена на данный момент, и час-полтора надо ждать, пока устранят. Аварийное состояние сетей, резкое похолодание, незаконные подключения – все это ухудшило положение в энергосистеме страны. Очень много аварий. Вышли из строя кабели и 10 высокого напряжения 10 киловольт, и по 0,4 это провода, идущие в дом, так скажем. Вот, устраняют сейчас, бригады все работают по городу. До вечера, думаю, накопившиеся за ночь все проблемы мы постараемся устранить, аварийные ситуации. Вот, но в то же время сегодняшняя ночь, что нам принесет, мы пока не знаем. По дороге мы увидели еще одну аварию в районе турбазы. И здесь работали энергетики. Этот провод постоянно горит, потому что перегружен, говорят специалисты. Уже расплавился, уже в негодность пришел этот провод. Менять его надо, не выдерживает он те нагрузки. Мы меняем провод на более мощный. Тогда 50 квадратов было, сейчас 70. Материал, то, что нам дали, вешаем. А вообще с материалами у вас как? Материалами тоже не особо хорошо, но делаем то, что нам дают, то, что выделяют, что успеваем. Вы сами в день сколько раз выезжаете на такие аварийные ситуации? Ой, зимой это чуть ли не круглосуточно работаем, если честно. Энергетики пытаются избавиться от графика верных отключений, но пока тщетно. Переток электроэнергии продолжает поступать в Абхазию. Однако из-за сильных перегрузов его хватает не всем. Поэтому очень часто происходит вот так. Гугут Савардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Спикер Народного собрания Валерий Кварча поздравил председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александра Коршунова с Днем Конституции ПМР. Валерий Кварча выразил уверенность, что братская дружба народов Абхазии и Приднестровья позволит и дальше решать новые задачи в интересах двух государств. Мадина Авицба назначена временной поверенной в делах Республики Абхазия в Российской Федерации. 16 декабря чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба завершил свою миссию. В посольстве Боливии в Каракасе состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заура Гваджава с чрезвычайным и полномочным послом многонационального государства Боливия в Венесуэле Себастьяном Родриго Мишелем Хоффманом. Стороны обсудили широкий круг вопросов в контексте перспектив налаживания сотрудничества и установления гуманитарных и торгово-экономических связей между странами. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии. На площадке Арсмира прошла пресс-конференция членов Народно-патриотического союза Абхазии по общественно-политической ситуации в стране. Подробности в репортаже наших корреспондентов. В начале пресс-конференции председатель общественной организации «Ахеца» Ахрабжаня выразил сожаление по поводу ситуации с журналистами АГТРК, которые освещали митинг оппозиции 21 декабря. В первую очередь, пользуясь тем, что здесь находятся журналисты, я хочу еще раз выразить свое сожаление по поводу того инцидента, который произошел 21 числа. Конечно, это неприемлемо
ни с государственных, ни с демократических и ни с абхазских позиций. К сожалению, когда бывают акции протеста, массовые акции протеста, такое бывает. Я надеюсь, вот наше понимание ситуации будет и вами понято, и мы продолжим дальнейшее сотрудничество. Также я хочу сказать, что НПСА не приветствует силовых методов воздействия на власть, даже если власть не представляет ничьих интересов. Порочная практика применения политических решений, политической борьбы через силу, она не взялась не сегодня. Это стало частью нашей плохой политической культуры, от которой надо избавляться всем вместе. Но избавляться на основании договоренности, так называемого чистого листа. По этому поводу высказался и председатель Абхазского народного движения Отгур Ардзинбах, который также по-своему прокомментировал события 21 декабря. К нашим журналистам тоже обращаюсь. Берегите себя, не надо лезть в пекло. Вот мы видели на кадрах, у нас нет Пулитцеровской премии, не надо, если люди там в самое пекло, там, ну, не надо именно туда лезть, есть определенная опасность, не подвергайте себя опасности. У нас журналистов очень мало, хороших, достойных, тем более вы штучный товар, как говорится, мы вас должны беречь. Так что и берегите тоже себя. Митинг носил мирный характер, как и все публичные мероприятия, которые мы организовывали. В резолюции нашего митинга одним из пунктов было обращение к парламенту о начале законной процедуры отлучения главы государства от занимаемой должности. Люди, некоторая часть митингующих, захотела пойти в парламент к своим депутатам. Подчеркиваю, не в администрацию президента, не в кабинет министров, а в парламент. Когда народ пришел к своим же избранникам, они встретили там автобусы, они там встретили кордоны и провокации. Прокуратура города Сухум возбудила дело. Это нормально, это правильно. Но прокуратуре города Сухум очень внимательно нужно изучить все, что там происходило. В первую очередь надо сосредоточиться на том, кто отдал приказ открыть огонь из огнестрельного оружия. Стреляли по покрышкам автобусов. Вы знаете, что такое стрелять, где большое количество скопления людей. Кто дал этот преступный приказ, кто его выполнял. Я никогда не поддерживал подобного рода силовое воздействие на власть. Ахра Юрьевич, все руководители Народно-патриотического союза готовы нести прямую ответственность за все, что происходило 21 декабря. Я вот здесь присутствует Кан Валерьевич, я готов его прям за руку взять и привести в, если там о нем кто-то говорит, привести в отделение милиции и вместе с ним тоже там оказаться. Когда я увижу там Аслана Бжания, Александра Анкваб и всех остальных, которые будоражат наше государство уже очень-очень много лет. Что касается той молодежи, которая там была и с этой, и с той стороны, по-разному их оценивают, их действия, там были конфликты, и были какая-то нецензурная брань, драки. Я хочу вам сказать, уважаемые сограждане, и потом были какие-то там моменты у парламента и так далее, мы в обиду не дадим. Крайних в этой истории не будет. Есть руководители, вот в моем лице, в лице других руководителей. Если кто-то считает, что кого-то можно к ответственности привлекать, начинайте с нас. Мы готовы нести, еще раз говорю, ответственность. И с удовольствием ее понесем, когда понесут те, кто пришел к власти таким образом. Кроме того, представители оппозиционных сил считают необходимым провести реформы, чтобы выборы депутатов парламента проходили по смешанной системе. Вот сейчас, если выборы в парламент мы проведем по старой схеме, ну, в большинстве сценариев будет преобладать то, что парламент мы опять получим такой же, как и сейчас. Нам нужен профессиональный парламент. Для этого мы предлагаем выбрать новый парламент по смешанной системе.
Если мы этого не сделаем, друзья, у нас еще 5 лет будет такой же парламент, который сейчас, где будут споры, крики, выяснение отношений и не будет результата. Конечно, мы сказали о том, что действующий глава правительства, вообще вся исполнительная власть, она никуда не годится. Результаты каждый может на себе ощущать. И в понедельник, вот в начале следующей недели, мы договорились с Асланом Бжане встретиться. Надеюсь, что эта встреча состоится. Мы всегда открыты для диалога, для конструктивного обмена мнениями. И в понедельник будем надеяться, что у нас эта встреча состоится, и мы сможем донести и свою позицию, продолжить общение и прийти к какому-то результату. Если результата не будет, то митинги будут продолжаться, и только будет наращиваться давление масс. К сожалению, констатирую такое положение вещей. Мы должны сообща вместе провести те реформы, которые стабилизируют наше общество. Собственно говоря, об этом и было изложено в нашей декларации. Парламент Республики Абхазия должен продлить свою работу как минимум на 1 год, чтобы иметь возможность осуществить, по регламенту просто вот эти законодательные инициативы в области избирательного права, в области перераспределения полномочий между президентом, парламентом и так далее. Еще раз повторю, если этого не будет сделано, то я боюсь, что протесты граждан, направляют их или не направляют, не имеет значения. Они будут нарастать. И это кончится просто очередными выступлениями, акциями неповиновения и прочими. И ничего хорошего ни до власти, ни до нашего государства это принесет. Алика Трапшам Разаранди, Роберт Ломья, Абхазское телевидение. Политическая партия Айтайра выступила с заявлением, в котором высказала свое отношение к резолюции митинга оппозиционных политических сил, а также к заявлению, в котором оппозиция возлагает всю полноту ответственности за рост протестных настроений граждан на действующую власть во главе с президентом Асланом Бжане. Сегодня эти безответственные, поднаторевшие в политических провокациях государственники хотели воспользоваться накопленным опытом и в очередной раз совершить переворот. Они, не задумываясь, поставили под угрозу жизнь и здоровье своих соотечественников, планируя и осуществляя свою преступную акцию, говорится в частности в заявлении Айтайра. Руководители акции заявляют о своих желаниях, о том, чтобы их детей обслуживало компетентное и честное правительство. Когда о компетентном и честном правительстве говорят те, кто более 5 лет, занимая высокие должности в исполнительной и законодательной власти, разрушал страну, вгонял ее в системный кризис, то выглядит это как политический цинизм, подчеркивается в заявлении. Политическая партия Айтайра обращается к руководству страны и правоохранительным органам с призывом выполнить свои функции, обеспечить защиту общества и государства от преступных посягательств тех, кто готов идти к своей цели напролом, кто ради этого готов жертвовать жизнями и здоровьем людей. С полным текстом заявления партии Айтайра можно ознакомиться на сайте информагентства «Пснопресс». Россия внимательно следит за ситуацией в Абхазии, придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Мы внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии. Острота положения дел после 21 декабря, как мы видим, постепенно идет на спад, цитирует РИА Новости заявление Захаровой на брифинге. Она напомнила, что наши страны последовательно выстраивают и укрепляют разноплановые межгосударственные отношения. Остаются неизменными принципы равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела, отметила Мария Захарова. Что касается двустороннего взаимодействия в вопросах обороны и безопасности, охраны границ, то Россия, как отметила официальный представитель МИД России, надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, в которых заинтересованы обе страны. Подвести итоги и поделиться планами. Ассоциация силовых структур Абхазии исполнится год. Какие задачи удалось реализовать за этот небольшой срок, расскажет Эсма Гуланце.
Уже год, как в Абхазии функционирует общественная организация «Ассоциация силовых структур». Ее основные цели – формирование в обществе положительного имиджа сотрудников силовых структур, повышение правовой грамотности и патриотическое воспитание молодежи. За текущий год организация провела немалую работу. Сотрудники организации и сподвижники стали более 100 человек. Проведено более 10 мероприятий, участие в которых приняли свыше 70 граждан. Общими усилиями удалось решить многие значимых проблем. Огромному числу людей оказана реальная помощь и поддержка. Объединяющими сотрудников организации принципами являются патриотизм и честь. 2021 год выдался насыщенным. Ассоциация участвовала в акции «Стань донором» в День памяти воинов-интернационалистов. Провела ряд важных встреч с представителями российских силовых структур, интеллигенции и спортсменами. Начала сотрудничество с общественной организацией Absolute Woman в области физической культуры и спорта. Большое значение члены ассоциации придают вопросам правовой защиты граждан. Это толчок той организации силовых структур, для того, чтобы в вашей республике было место для героев Абхазии. И это очень правильная и нужная организация. Она объединяет все силовые структуры. В адрес организации прозвучали и другие теплые поздравления. Важность создания ассоциации и ее деятельности отмечали все участники встречи. Ассоциации всего год. Я надеюсь, что она будет дальше работать. Знаю, с какими трудностями он столкнулся при регистрации этой ассоциации. Были проблемы, приходил советоваться. Что сказать, ассоциация состоялась и будет работать дальше. Важно не то, как называется организация, важно то, кто ей руководит. Целеустремленный человек или нет. Это однозначно. Ассоциация планирует провести серию тренингов для молодых людей, которые будут вести офицеры запаса, сотрудничающие с организацией, а также ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Зимние каникулы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Абхазии начнутся 27 декабря и продлятся до 14 января. Такое решение принято Министерством просвещения и языковой политики республики на основании рекомендаций оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Образовательный процесс во всех школах и детских садах возобновится 17 января. Пункты вакцинации от коронавируса будут работать во всех районах Абхазии и в праздничные выходные дни, сообщает Минздрав. Привиться можно будет 4, 5, 6, 10, 11 и 12 января. Забор анализов на коронавирусную инфекцию будет проводиться с 3 по 6 января и с 9 по 13 января. С 18 ноября по 22 декабря новой партии «Спутник Ви» провакцинировались 2451 человек. Всего от коронавируса в Абхазии привиты 14 378 человек. 23 декабря на культурной площадке ГУМа состоялось мероприятие, в котором приняли участие большое количество людей, что недопустимо при ограничительных мерах, введенных в республике. В администрации столицы состоялась встреча мэра Сухума с представителями платформы, где говорилось о недопустимости подобных нарушений. Глава администрации Сухума пригласил на встречу представителя площадки для проведения мероприятий ГУМа Хиблу Возба. Беслан Ишиба отметил, что платформа пользуется интересом у населения, но нельзя во время пандемии собирать большое количество людей, как имело место 23 декабря. В этот день на платформу ГУМа прибыл железнодорожный локомотив с Дедом Морозом, Снегурочкой и рождественской программой для маленьких жителей столицы. Мэр Сухума сделал замечание организаторам в связи с проведением мероприятия с массовым скоплением людей. Я вас попросил сегодня зайти, побеседовать, так как вы у нас арендаторы платформы ГУМа. Предприятие очень интересное, наши горожане любят посещать ваше заведение, тем более оно на открытом воздухе. Но ввиду того, что у нас в республике действует распоряжение президента от 13 августа об ограничениях, как и на проведение мероприятий как в помещении, так и на открытом воздухе,
Значит, надо этого распоряжения придерживаться в обязательном порядке. Но те небольшие мероприятия или там ярмарки, по-моему, вы проводите тоже, да? Там особого скопления народа нет, там 20 человек, 30 человек и не более. Поэтому мы на это как-то, ну, скажем так, прикрывали глаза. Но последнее мероприятие с приходом новогоднего поезда, оно оказалось вот таким массовым. Поэтому я вам вынужден сделать замечание и прошу вас дальше придерживаться распоряжения президента и ограничительных мер, которые у нас работают в стране ввиду коронавирусной пандемии. Вот я вас прошу строго придерживаться. Блувозба отметила, что организаторы праздника для детей никак не ожидали прихода такого количества людей. По ее словам, мероприятие было анонсировано только в Инстаграм. Большое спасибо за то, что вы пригласили нас сегодня вот именно в такой форме, как вы это умеете делать. У нас до сих пор сложились очень дружественные отношения с руководством администрации города. Мы стараемся всегда все мероприятия, которые мы проводим, проводить в рамках действующего законодательства, естественно, как вы отметили ранее. Про то мероприятие, которое вы сейчас упомянули, о котором идет речь, вчера, на самом деле, мы абсолютно не ожидали такого ажиотажа, такого скопления людей вчера, которое проходило на станции ГУМа. Мы анонсировали накануне, исключительно используя свою страницу в соцсети Instagram, и, естественно, никак не могли ожидать, что такое большое количество людей захочет прийти. Я от своего имени, от имени нашей команды приношу искренние извинения, если мы кого-то подвергли опасности. Желаю вам, желаю руководству администрации города и всем горожанам здоровья в первую очередь и с наступающим Новым годом. Беслан Ишба подчеркнул, что городские власти тоже хотят проведения более масштабного праздника для детей, но ситуация с пандемией не позволяет этого сделать. Понятно, что для детишек хочется сделать праздник, мы тоже все хотим, прям душа болит, что не можем сделать столько, сколько надо и необходимо делать. Но ввиду ограничений мы тоже воздерживаемся, только устраиваем там места инсталляции всякие разные, новогоднюю елку и так далее, но как таковых мероприятий мы проводить тоже не имеем права. Поэтому прошу вас тоже воздержаться, так как и другие рестораны, кафе также предупреждены все. Вот. Нигде не будут никаких банкетов или других массовых мероприятий. Согласно распоряжению президента от августа 2021 года, все массовые мероприятия в Абхазии запрещены. Мероприятия в Сухуми с участием большого количества людей не могут быть проведены без разрешения администрации города. Мадина Абганба, Алексей Кухава, пресс-служба администрации города Сухум. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Верховного суда «Одна единица». Прием заявлений осуществляется в помещении Министерства юстиции с 24 декабря по 6 января включительно. Телефон для справок 229 44 90. Советником президента Абхазии по спорту назначена Ахра Ашуба. Первый вице-премьер Беслан Джопуа, курирующий сферу спорта, провел совещание, в котором приняли участие советник президента и руководство Госкомитета по делам молодежи и спорта, а также руководители спортивных федераций. На встрече были подведены итоги года. Руководители спортивных федераций обратились к вице-премьеру с просьбой рассмотреть возможность возобновления занятий в закрытых помещениях. По их словам, спортсмены не получают должной подготовки без специальных тренажеров, а проводить тренировки на открытом воздухе не всегда возможно. Вице-премьер обещал обсудить этот вопрос в правительстве. На встрече обсуждалась и проблема нехватки спортивных площадок, секций и стадионов. Советник президента по спорту Ахра Ашуба отметил, что руководство страны делает и будет делать все возможное для развития спорта в стране. По традиции, на Новый год принято дарить подарки. Предприниматели братья Сеченава, выходцы из села Утхара Гудаутского района, на протяжении десятков лет оказывают благотворительную помощь односельчанам. 22 декабря прислали в село гуманитарную помощь на сумму 1 миллион 650 тысяч рублей, а детишек порадовали новогодними подарками. Каждый Новый год у нас действительно праздник в школе. Не только в школе, но и вне школы. Не один десяток лет они вносят свою лепту, помогают семьям погибших, детишкам нашим. Всегда ждет очень интересные новогодние подарки. От имени всех детишек, от имени
педагогов Адхарской средней школы. Хочу поздравить семью Сеченава с наступающим Новым годом. Все деяния, все благие, которые они творят на благо нашего народа, пускай им тоже вернется во много раз. Праздничными нерабочими днями в январе 2022 года объявлены 1, 2, 7 и 14 января 2022 года. Это следует из постановления Кабмина Абхазии. В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные: 1 января суббота на 3 января понедельник. 2 января воскресенье на 4 января вторник, 8 января суббота на 10 января понедельник. В целях рационального использования выходных и праздничных дней рабочий день 5 января среда переносится на 22 января суббота. В Сухуме 31 декабря общественный транспорт будет бесплатным и ходить до часу ночи. Такое решение принято администрацией города Сухум. 2 автобуса будут ходить по маршруту Маяк-Каштаг и 3 автобуса по маршруту Новый район Центральный рынок. В новогоднюю ночь городские автобусы будут ходить до 23:30. После небольшого перерыва с 0 часов 20 минут до часу ночи автобусы в этом направлении продолжат курсировать. 31 декабря до 22 часов во всех направлениях также бесплатно для жителей и гостей города будут ходить троллейбусы. После перерыва с часу ночи до 4 часов утра 1 января 2022 года движение троллейбусов будет возобновлено. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 25 и 26 декабря в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу местами слабый дождь, в предгорьях и горах временами снег. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью 1 – 4, днем 2 – 7 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.